Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки дуа. И мы с вами, дорогие братья, начали разбирать достоинство и превосходство дуа. И сегодня мы, иншаллах, продолжим эту тему и вспомним несколько хадисов. Хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые разъясняют нам, которые указывают на величие этого поклонения. Как, например, мы с вами приводили хадис в сборниках имама ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Сахих Ибн Хиббан, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лейса шейун», то есть нет ничего, акраму аля Аллахи, нет ничего почтеннее, более уважаемее перед Всевышним Аллахом, ничего минат дуа. То есть нет ничего почтеннее перед Аллахом, чем дуа. То есть дуа является одним из самых наилучших, величайших видов поклонения. И даже вот этот хадис указывает на это. И на самом деле дуа – это поклонение, дуа – это основа поклонения. Дуа – это рухуль айбада, ученые говорят, что это душа поклонения, потому что в основе поклонения лежит понимание, в первую очередь, человека всем сердцем, разумом, свою ничтожность, свою слабость, свою нужду перед великим, перед всемогущим, перед милостивым Всевышним Аллахом. Поэтому, если человек, вставая на молитвенный коврик, он не поймет эту истину, то, не дай Аллах, все его телодвижения во время намаза, они останутся как просто, как пустые телодвижения. Потому что суть поклонения, оно в сердце, оно не в наших ногах, не в движениях наших рук. Да, это фарзы, кьям, рукух, суджуд, но самое главное – это состояние сердца. Состояние сердца. Поэтому мы должны понимать свою слабость, свою ничтожность, свою нужду в каждую секунду в помощи Всевышнего Аллаха, в Его заботе. И вот как раз дуа, вот это как раз вот то понимание, когда ты обращаешься к Аллаху, поднимаешь руки, взываешь, зовешь Его на помощь, тот, кто взывает к Аллаху, он несомненно, он понимает вот эту истину, он понимает, что он нуждается в Его помощи, что только Он может ему помочь. И поэтому мы с вами говорили, что почему во время дуа больше искренности, чем в других видах поклонений, потому что человек просит для себя. Так ведь? Для себя. Когда что-то просишь для себя, вот когда тебе плохо, как ты можешь просить у Аллаха неискренне? Поэтому чем больше искренность, тем ценнее наше поклонение. И давайте сегодня вспомним еще несколько хадисов. Первый хадис. Машаллах, информации очень много. Я постараюсь все прочитать сегодня вам за один урок. Первый хадис в сборниках имама Ахмада, Тирмизи, Ибн Маджа от Абу Хурайра, радийаллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман лам яд'у Аллаха субханах, гадиба алейхи». В переводе означает: кто не взывает к Аллаху, то есть кто не делает дуа, гадиба алейхи, Аллах гневается на него. Аллах Всевышний гневается на того раба,
который отказывается взывать к нему с мольбами. Есть другие варианты этого хадиса. «Ман лам яс'алиллаха ягдаб алейхи». Как, например, кто не просит у Аллаха, Аллах гневается на него. Аллах гневается на него. Есть несколько вариантов этого хадиса. И вот этот хадис указывает на то, во-первых, на то, что Аллах любит того, кто взывает к нему. Аллах любит, дорогие братья, когда мы просим у Него. Вот среди людей есть те, кому Аллах дал возможность помочь кому-то, да? И кому Аллах дал великодушие, щедрость, чтобы он помогал. Потому что для того, чтобы кому-то помочь, не просто возможности нужны, да? Есть еще, это же духовное состояние человека. Быть может, что у человека в карманах очень много денег, на счету очень много, но он не делится этим. Почему? Потому что Аллах лишил его душу, щедрости, великодушия. И наличие только материальных средств, это не дает нам возможность расхода. Очень много людей, у которых много денег. В той же Казани, если бы все те, которые обладают имуществом, расходовали на пути Аллаха, у нас в Казани никаких голодных не было бы. Поэтому деньги есть у многих, но не все могут это давать. Поэтому вот Аллах дал тебе возможность, Аллах дал тебе щедрость, и ты даешь. Ты радуешься. Тебе кто-то пришел, ты ему помог. Ты радуешься. Он еще пришел, ты еще помог, еще обрадовался. Но в третий раз, ты уже начинаешь задаваться вопросом. Ты начинаешь спрашивать у него, а у тебя как дела? А ты почему-то, ты же еще на той неделе у меня просил. Или ты мне вчера только писал, что у тебя денег нет, я тебе давал, ты сегодня еще. То есть, каким бы щедрым, состоятельным человек не был, он никогда не любит, когда у него просят много и часто. Так ведь? Мы не любим, когда у нас просят часто. Аллах любит. Чем чаще, даже, может быть, по каким-то, казалось бы, незначительным вопросам, если мы будем обращаться к Аллаху каждый раз, Аллах будет любить нас больше. Потому что щедрость Аллаха безгранична. Любой из его рабов, да, Аллах, может быть, дал ему щедрость, но она не безгранична. Есть границы этой щедрости. Какие бы Аллах нам ни дал возможности, эти возможности, они ограничены. Так ведь? Поэтому мы, даже если любим делиться, но не так часто. Поэтому мы говорим, ты, брат, совесть имей. Ты еще позавчера у меня брал, ты давай это. А вот чем чаще мы будем просить у Аллаха, даже, может быть, по маленьким каким-то незначительным, казалось бы, вопросам, тем Аллах будет любить нас больше. Поэтому этот хадис в первую очередь указывает на то, что Аллах любит дуа. Аллах любит этот вид поклонения. И Аллах любит того раба, который делает дуа, который взывает к нему. Всеми вопросами. У нас еще будет отдельная тема, может быть, даже следующий урок, я не помню точно, но иншаллах, да, может быть, следующий даже урок. Аллах любит, когда не просто рабы просят у него что-то такое важное, да, Аллах, дай мне рай, защити меня от ада, или, например, Аллах, дай мне счастье, или дай мне баракат, то есть это что-то такое, да. Нет. Вот тебе надо вот что-то сделать, да, вот казалось бы, за 5 минут. Попроси у Аллаха помощи, и Аллах будет любить тебя даже за это. Мы с вами говорили, имам Шафии, рахимахуллах, он просил у Аллаха помощи, чтобы просто перейти дорогу. Да? Казалось бы, это же не так сложно, да? Нет. Аллах любит, когда мы абсолютно все просим у Него. Поэтому первое, Аллах любит дуа, Аллах любит того раба, который взывает к Нему. Взывает к Нему. И на что еще указывает этот хадис? Также этот хадис указывает на то, что Аллах гневается
на того раба, который не просит у него, который оставляет дуа, который не зовет его на помощь. Аллах гневается на этого раба. И вот это указывает на хукм, решение дуа, то есть каков хукм дуа в религии Аллаха. Фарз, ваджиб, сунна, мубах. Ученые говорят, что даже если многие дуа, которым призывал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас, да, если они имеют положение сунны, мустахаб, то есть, например, при входе в мечеть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху. То есть мы же не можем сказать, что это ваджиб, да? Нет, это сунна, это мустахаб. Тот, кто это сделает, он получит аджр, ему будет награда за это, но тот, кто забудет, греха не будет. Но если взять в общем дуа, ученые говорят, это фарз, это ваджиб. То есть отдельная дуа, там где-то, там, здесь, это мустахаб. Но в общем обращение рабов к Аллаху, это их обязанность, это ваджиб. И то, что Аллах Всевышний гневается на того раба, который отказывается просить у него, это указывает на обязательность дуа в религии Всевышнего Аллаха. Рабы обязаны просить у Аллаха, взывать к Нему своими мольбами. И Всевышний, также мы с вами приводили слова Всевышнего, сурат Гафир, прощающий, 60-й аят. Ну, мы очень часто будем приводить этот аят, потому что в этом аяте мы видим основу дуа. Да? «Вакаля раббукум уд'уни», и сказал ваш Господь, уд'уни, взывайте ко мне, зовите меня. «Астаджиб лякум», и я отвечу вам, «Инналлазина ястакбируна ан ибадати», и те, которые возгордились от поклонения мне, «Саядхулуна джаханнама дахирин», они непременно войдут в огонь, будучи дахирин, униженными. Вот этот аят также указывает на то, что когда раб отказывается взывать к Аллаху, оставляет этот вид поклонения, это является его чем? Это показатель его высокомерия. Это кибр. Это высокомерие как перед Аллахом. Его надменность и оставление вот этого высокомерия является нашей обязанностью. Вот это первый хадис. «Ман лам яд'у Аллаха субхана гадиба алейхи». Первый хадис, который я вам хотел прочитать. Кто не взывает к Аллаху, кто не просит у Аллаха, Аллах гневается на него. Аллах гневается на него. И, машаллах, в этой книге этих слов нет, но, по-моему, если я не ошибаюсь, это Суфьян ат-Таури говорил, рахимахуллах, один из праведных предшественников. Он, когда взывал к Аллаху, он говорил такие слова: «О тот, который любит, когда у него просят! О Аллах, кроме тебя нет таких!» То есть никто, кроме тебя, не любит, чтобы у него каждый раз просили. То есть один раз, два раза, все. Совесть имей. А Аллах, чем чаще, чем больше мы просим у Него, тем Аллах будет больше, сильнее любить нас. Поэтому Суфьян ат-Саури говорил: «О Аллах, нет никого, кроме Тебя, который так любил бы тех, которые просят у Него». Это слова, по-моему, Суфьян ат-Саури, если я не ошибаюсь. Следующий момент. Вот поэтому, дорогие братья, почему Аллах любит, когда рабы просят у Него? Давайте подытожим этот хадис, этот абзац. Потому что мольба – это показатель того, что ты признаешь свою слабость. Ты признаешь, что ты Его раб. Ты признаешь, что ты слаб. Если ты будешь говорить Аллаху: «Аллах, я сам
это высокомерие. Ты можешь соседу сказать, ты можешь брату сказать, ты можешь жене сказать, детям, да? Твоя самостоятельность, да, это вот перед такими же рабами, как ты, но не перед Творцом. Поэтому мольба – это твое признание, что ты слаб, что ты ничтожен, что ты нуждаешься каждый раз в любом деле, в любое время ты нуждаешься в его помощи. И наоборот, когда раб оставляет этот вид поклонения, он отказывается просить у Аллаха, это показатель его надменности, его высокомерия. Он не признает, что он слаб перед ним. Он не признает, что он нуждается в нем. Поэтому Аллах любит, когда просят у него, потому что они признают это. И Аллах гневается тогда, когда они отказываются просить у него. И здесь, я думаю, уместно вспомнить еще хадис про природу грехов. То есть Аллах любит, когда рабы его ошибаются, а после ошибки, после совершения какого-либо греха, они каются. Они делают таубе, истигфар, просят и спрашивают у него его прощения. И пророк ﷺ что сказал? А если вы перестанете грешить, Аллах заменит вас другими. Аллах создаст такие народы, которые будут грешить и будут просить его прощения. То есть то, что Всевышний дал людям, открыл двери греха, потому что если бы Аллах пожелал, вот ангелы, они не грешат, у них нет грехов. Если Аллах пожелал бы, то мы тоже не ошибались бы, не спотыкались бы, не поддавались бы наущениям шайтана, но мы поддаемся, мы ошибаемся. Но после того, как мы ошибаемся, мы возвращаемся к Аллаху. Мы признаем, что мы признаем свою слабость. Поэтому один из ученых сказал, иногда грех, который совершил человек, может быть причиной того, что он будет в раю. А иногда благодеяние, благое дело, которое совершил раб, может оказаться причиной того, что он окажется в аду. Как? А вот человек совершил грех и понял свою слабость, свою природу слабую, что он поддается наущениям шайтана, что он нуждается каждый раз в наставлении Аллаха, помощи Аллаха. И поэтому каждый раз, когда он совершает грех, он начинает каяться. Тауба – это великое поклонение. Истигфар, дуа, то есть когда мы просим у Аллаха, чтобы Аллах простил нам, это поклонение. И вот эти тауба и истигфары, они окажутся причиной того, что Аллах нас простит и ведет в райские сады. И наоборот, человек здесь совершил благое деяние, его тут похвалили, там совершил, тут совершил. Машаллах, какой я хороший, какой я святой, благой, да? Человек перестает просить у Аллаха прощения, перестает делать таубе, и все. И все. Из-за его высокомерия он оказывается в аду. Он оказывается в аду. Сүндіріп қалыпсыз? Идем дальше. Қабызды ма? А? Нет, включи, может он этот перегрелся, может, на солнце. Следующий хадис. Этот хадис в сборнике имам аль-Бухари, но не в сахих, а Адаб аль-Муфрад. Ибн Хиббан в своем сахихе от Абу Хурайра, радиаллаху анху. Табарани также передает этот хадис, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «А'джазу наси ман аджиза ани дуа, ва абхалу наси ман бахиля биссалям». То есть самые немощные из людей, то есть самые слабые, булдахсыз, немощные из людей, те, которые не могут найти возможность взывать к Аллаху. То есть у которых нет возможности даже делать дуа. Ва абхалу наси, и самые скупые из людей, те, которые скупятся приветствовать других. Машаллах. Это очень полезный для всех нас хадис. То есть,
перед тем, как перейти к немощности, открыть тему немощности в дуа, несколько слов хочу сказать про салям. То есть, я понимаю, есть скупые люди, они скупятся расходовать. То есть вытащить вот эти 100-500 рублей, 1000 и отдать кому-то. Они скупятся поделиться хлебом, там, другим, да? Но, субханаллах, человек, который скупится открыть рот и поприветствовать своего брата, да, салям дать. От того, что он дает салям, у него же ничего не убавится. Денег меньше не станет, машаллах. У него время, это не отнимает у него времени. Может быть, да, если он кому-то сейчас поможет, да, там, завести машину, там, еще что-то сделать, там, что-то отремонтировать, да, может быть, это время, которое ему жалко, да, но здесь просто надо открыть рот и сказать салям, саляму алейкум, да. И пророк салям сказал, самые скупые из людей это те, которые скупятся просто поприветствовать людей. Вот ему жалко даже салям дать, да. Но и самые немощные, аджаза. То есть вот арабы таких уже старых, дряхлых людей, стариков, они называют аджуз или аджуза, там старушка, да. То есть это человек, который все из-за старости он потерял свою молодость, силы потерял, он еле-еле ходит, у него уже не те силы, не та молодость, может быть, не та химма, то есть воля, да, пыл, не тот пыл. То есть поэтому говорят, это аджуз. И вот человек, немощный человек, то есть который ничего не может делать. Если человек не может найти в себе силы делать дуа, то это самый немощный человек. Потому что Аллах захотел так, это мудрость Аллаха, чтобы вот этот вид поклонения, дуа, был одним из самых легких поклонений. Машаллах. Вот на самом деле сравните этот вид поклонения с другими видами поклонений. Возьмите тот же намаз, да? Любой намаз, фарз, сунна, нафиль, обязательно мы должны взять тахарат. Во время дуа. Тахарат обязательно нет? А? Да, может быть лучше с тахаратом. И книги лучше с тахаратом, потому что многих ученых, когда спрашивали, как вы достигли таких высот в знаниях, они говорили, мы никогда даже бумагу без тахарата не держали. Хотя не обязательно все бумаги держать с тахаратом, да? Это было уважение. Поэтому, да, но это не обязательно. Ты утром просыпаешься, открываешь глаза, у тебя нет тахарата. Ну, ты можешь просить у Аллаха дуа. Или, например, тебе надо сейчас, именно здесь попросить у Аллаха что-то, какую-то помощь, и ты не должен говорить, а у меня тахарата нет. У меня тахарата нет. Ладно, ставь. Так покричу. Вот. И здесь не обязательно. А когда ты совершаешь, например, намаз, обязательно ты должен найти направление киблы и повернуться в сторону. Это фарз. Это обязательно. Во время дуа. Это адаб. Если у тебя есть возможность повернуться в сторону кибля, это лучше. А если нет, не обязательно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время хутбы делал дуа. Получается, он спиной стоял куда? В сторону киблы. Это адаб. Лучше, да, если у тебя есть возможность, это общий адаб, но это не обязательно. Ты едешь за рулем, тебе надо что-то попросить у Аллаха. Там дошла до тебя какая-то информация, какая-то весть, тебе нужна помощь Аллаха. Ты не будешь останавливать машину, разворачиваться, поворачиваться в сторону. Не надо. Вот едешь куда-то в сторону, там, на восток, на запад, на север спиной к кибла, к Мекке. Бисмилля, делай дуа. Потому что кибла не обязательно. Например, когда ты совершаешь намаз, обязательно ты должен закрыть
определенной части тела, гаураты. И без этого у тебя намаз не будет намазом. Ты проснулся утром, лежишь у себя в постели. Ты делаешь дуа. Поэтому это не обязательно. Женщина без платка дома, они же не в платках ходят. Там к приходу мужа готовит что-то вкусное. И вот захотела она попросить у Аллаха помощи, чтобы Аллах дал баракет этому риску. Чтобы то, что она готовит, была вкусной, баракетной, да? Это же не значит, что она должна сейчас все оставить, надеть на себя хиджаб, накинуть там платок и только тогда просить. Нет, бисмилля. Бисмилля, она в домашней одежде, она просит у Аллаха помощи. Это не обязательно. Когда мы совершаем тот же намаз, пост, хадж, все имеют определенное время, все поклонения. Так ведь? То есть китаба маукута, Всевышний сказал, он вменил в обязанность намаз именно китабан маукута, то есть фарз, который имеет определенное время. Мы не просто 5 намазов должны, а как мы татары говорим, бишвакат намаз. То есть каждый намаз имеет определенное время. Поэтому, когда захотим, мы не можем зухур читать. Там в 10:00, потому что у меня в 12 совещание, или там мне надо ехать. Нет, нет. Пока намаз не пришел, он не фарз. Вот когда пришел намаз, все, он становится фарзом. Поэтому без времени как. А дуа, машаллах, это такой вид поклонения, который не имеет определенного времени. Есть времена, да, в эти времена лучше делать дуа. Как, например, там, треть ночи. Но, в любое время ты можешь обратиться к Аллаху. В любое время дня и ночи, в любое время суток Аллах, приемный Аллаха работает открыто. У него нет часов приема. Ты в любое время, с любой точки земли, ты можешь обратиться к Нему. И не обязательно идти куда-то, в какое-то определенное помещение. Например, чтобы совершить хадж, ты должен ехать в Мекку. Если для тебя фарз совершение хаджа, значит для тебя фарз ехать в Мекку. Потому что где-то в Татарстане, где-то в Башкортостане, в какой-то горе или в Булгарах совершить хадж не получится. Хадж только там, Мекка, Медина. Поэтому здесь, что касается дуа, с любой точки земли, ты не должен говорить, вот сейчас я доеду куда-то и потом сделаю дуа. Нет, нет. Ты можешь с любой точки земли обращаться к Аллаху. Тот же намаз обязательно должен быть на каком языке? А? Можно перевод суры Фатиха читать? Нет. Нет, конечно. На арабском языке. Намаз строго на арабском языке. А дуа? А? Дуа. Своими словами. Даже многим нашим пожилым братьям и сестрам, абилерге, бабушкам, дедушкам мы все время говорим, я сам говорю, вместо того, чтобы повторять какие-то непонятные для вас слова на арабском языке, может быть, это великие слова. Есть дуа из Корана, есть дуа из те, которые использовал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Но многие бабушки, дедушки, они читают эти дуа, но они даже сами не понимают, что они говорят. И поэтому наши имамы, которые жили до революции, после революции, я имею в виду татарских имамов, тот же Алимджан Баруди, рахимахуллах, они писали об этом. Ахмад Хади Махсуди, они писали, они говорили, что вместо того, чтобы обращаться к Аллаху непонятными какими-то словами, которые люди сами не понимают, лучше им обратиться к Аллаху своими словами, на родном языке, и хотя бы знать, что они говорят, понимать, что они говорят. Поэтому я когда спросил у одной бабушки, каждый раз она после еды делает дуа. Я говорю,
Аби, скажи, что за дуа ты читаешь? Ну скажи. Она такая постеснялась, потом я говорю, ну скажи, пожалуйста, Аллах ризалыч. Она говорит, Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана ва кина. Это великая дуа. Это дуа из Корана. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень любил делать это дуа. Но после еды посланник Аллаха делал другой дуа. То есть он благодарил Аллаха. Иногда просто Аллаха шикр, альхамдулиллях. Я говорю, Аби, если просто иногда ты просто альхамдулиллях скажешь и уйдешь, амин тутаб, это даже может быть лучше. Своими словами. Потому что ты будешь понимать, что ты говоришь. Здесь вот Аллах не ограничил языком. Ни один говорит, ой, у нас такая сложная религия, так сложно эту религию соблюдать. Я говорю, а в чем проблема? Скажите, в чем сложность? Да она говорит, на арабском языке. Я говорю, значит, вы не понимаете, что такое религия. Я говорю, не обманывать людей. Быть справедливым, для этого арабский язык не нужен. Арабский язык – это Коран. Арабский язык – это намаз. А все остальное – дуа. Это же можно своими словами. Поэтому вот, машаллах, Аллах максимально упростил для нас этот вид поклонения. Для чего? Чтобы никаких преград, никаких затруднений не было. Чтобы раб всегда мог в любое время, на любом языке, своими словами мог обратиться к Аллаху и просить Его помощи. Следовательно, дорогие братья, человек, который не может найти время, не может найти силы, не может найти возможность, чтобы просто обратиться к Аллаху, то есть немощный человек, который не может найти возможность попросить у Аллаха, это самый немощный человек. Если он не может делать дуа, значит, больше он ничего и не может делать. Поэтому вот дуа, машаллах, это одно из самых легких поклонений, которое не требует от нас сил. От того, что ты делаешь дуа, и раббам дуа кылдым да ардым шулхадар. Да? Но понятно, во время поста мы устаем. Потому что вот особенно летний пост. Да? Сейчас, машаллах, если завтра ифтар, как следовательно сделать, субханаллах, ты до магриба, завтра во сколько магриб? 15 сколько? 10:00. Субханаллах, ты даже не успеешь проголодаться. А летом на самом деле тяжело. Поэтому можешь устать, да, к вечеру там, за 17-18 часов. Да? Но кто может сказать, о, вот я сейчас только что дуа делал, я так устал. Да? Это же такой легкий вид поклонения. Он не требует от нас никаких сил. Поэтому запомните, братья, аджазун наси ман аджиза ани дуа. Самые немощные люди, те, которые не могут найти возможность взывать к Аллаху, делать дуа. Следующий хадис тоже указывает на, машаллах, великое достоинство этого поклонения. Этот хадис мы находим в сборниках имама Ахмада. Ибн Маджа от Саубан, радийаллаху анху, передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ничто не может отвратить, повернуть вспять, назад. Ничто не может отвратить предопределения, судьбу, тагдир, илля дуа, кроме дуа. Кроме дуа. То есть, этот хадис указывает на то, что дуа может изменить предопределение человека. Дуа, машаллах, мольба способна отвратить то, что Аллах Тааля нам предопределил. И хадисов, которые указывают на это, много. Все эти хадисы мы не будем сегодня приводить, потому что у нас время ограничено. И вот этот хадис указывает на то, что дуа – это тоже предопределение Аллаха. Если человек
взывает к Аллаху, и посредством этой мольбы Аллах отвращает от него какую-то беду, какое-то страдание, значит, это дуа тоже предопределение. Так ведь? Это тоже предопределение. То есть, как понимать это? Потому что предопределение – это уже то, что предопределено. Поэтому кто-то может сказать, как посредством дуа Аллах может отменить то, что Он для нас предопределил. Поэтому ученые говорят, дуа – это тоже тагдир. Это тоже твое предопределение. Всевышний иногда может предопределить какую-то трудность, какое-то испытание, какое-то наказание, и это наказание настигнет раба потому, что он не делал дуа. Он не сделал дуа. Но если он сделает дуа, то Аллах знает, что посредством этого дуа Аллах отвращает от него это наказание. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, говорил: Аллахумма ин катабтани, о Аллах, если ты предопределил мне быть несчастным, то измени мое предопределение и предопредели, чтобы я был счастливым. Ну, это Умар, дорогие братья. Это Умар. То есть, о Аллах, если ты написал в моей книге предопределение, что я буду несчастным, смотри это. Измени мое предопределение и напиши, что я был счастливым. Вот он так делал дуа. Он так делал дуа. Поэтому, дорогие братья, ученые говорят, что дуа мин а'замиль асбаб является одним из величайших причин нахождения рабами счастья как в этой жизни, так и последующей. Через дуа рабы постигают счастье как в этой жизни, так и в вечной жизни. Поэтому мы просим у Аллаха рай. Мы же не говорим, если рай для нас предопределен, а все равно он будет. Куда он денется, да? Нет, мы просим у Аллаха рая. Никто не может сказать, никто не посмеет говорить, если ад для меня предопределен, да все равно мне гореть в аду. Нет, мы просим у Аллаха рая, так же, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил в слезах. И мы просим защиты от ада, так же, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, просил. И есть, дорогие братья, некоторые, скажем, течения в умме мусульманской, у которых акида, убеждение такова, что они говорят, что дуа никак не влияет на наше предопределение, на нашу жизнь. То есть в нахождении какого-либо блага дуа не имеет никакой роли. В отражении каких-либо бед, невзгод, дуа не имеет никакого влияния. И когда спрашиваешь у них, а зачем тогда вы делаете дуа? Это то, что это великое поклонение, это то, к чему призвал нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это то, к чему призывает нас книга Аллаха, поэтому мы делаем дуа, чтобы побольше аджира заработать, но на самом деле мы понимаем, что дуа никак не влияет на результат наших дел. То есть они делают дуа, потому что Коран призывает нас к дуа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил нас делать дуа только. А так, на самом деле, никакого влияния дуа на результат наших дел, на наше счастье или несчастье не имеет. Это на самом деле великая ошибка, это страшная ошибка, потому что дуа, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ничто не может отвратить, изменить предопределение, кроме дуа. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывал свою умму, призывал всех людей, чтобы они взывали к Аллаху. Один из видов дуа – исти'ана. Ва ида ста'анта фаста'ин билля. Если ты решишь просить помощи, то проси у кого? Проси у Аллаха. Ияка на'буд
Ва ияка настаин. Тебе мы поклоняемся, и у тебя только просим помощи. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал всю умму, приказывал всей умме, чтобы они взывали к Аллаху, чтобы они просили у Аллаха помощи. Почему? Потому что это все причины, это все великие причины, чтобы достичь, чтобы найти свое счастье, как в этой жизни, так и вечной, и чтобы защититься от мук, страданий этой жизни и наказания в жизни вечной. И тот, кто говорит, что я отказываюсь просить у Аллаха, основываясь на свою веру в предопределение, этот человек не прав. Он находится в заблуждении. То есть человек говорит, я не буду просить у Аллаха помощи, потому что если Аллах мне предопределил помощь, она все равно придет. Я не буду просить у Аллаха ризк, потому что предопределенный ризк, он придет. Вот Аллах предопределил тебе ризк, но перед ризком он предопределил тебе дуа. Ты сделал дуа, и после дуа, как результат, Аллах дал тебе ризк. Поэтому, дорогие братья, дуа является одним из величайших причин, когда раб находит свое счастье, как в этой и последующих жизнях, и избавляется от мук, страданий этой жизни и наказаний в судный день. Потому что Аллах сделал дуа, просьба о помощи, причиной того, что раб находит именно через дуа. Что? Прощение. Истигфар. Это отдельный вид дуа. Истигфар. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, иногда 70, 90 и больше раз, 100 больше раз, он просил у Аллаха прощения. Он просил у Аллаха прощения. То есть именно через дуа. Во время суджуда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил, повторял слова истигфара. Аллахумма инни, Аллахумма гфир ли данби кулля диккаху ва джилляху ауаляху ахира ва галяньятаху. Он просил, чтобы Аллах простил ему и большие грехи, и малые грехи, и старые грехи, и явные грехи, и скрытые грехи. Он перечислял это, потому что это причина того, что ты найдешь прощение Аллаха. Ва рахматуху, его милость. Аллахумма архамна. Мы говорим, о Аллах, смилостивайся над нами. Это милость Аллаха. Его наставление. Ихдина сират аль-мустаким. Мы же не говорим, о Аллах, если ты предопределил нам идти по пути истины, так мы пойдем по этой пути. Да? Нет, мы каждый ракагат, в каждом ракагате мы обязаны повторять эти слова. Ихдина сират аль-мустаким. Веди нас по прямому пути. Ва насруху ва ризкуху. Мы находим помощь Аллаха через дуа, и мы находим ризк Аллаха через дуа. Поэтому, дорогие братья, вера в предопределение, правильная вера в предопределение никак не должна останавливать нас просить у Аллаха помощи. И вот возьмите пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте вспомним Маарик ар-Расуль, то есть сражение во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Возьмите Ухуд, когда он потерял столько сподвижников. Как он просил, Вспомните, как он просил у Аллаха. Он же мог просто спокойно сидеть и сказать всем, если Аллах предопределил нам победу, все, она будет. Нет, он просил, он взывал к Аллаху, чтобы Аллах дал им помощь, чтобы Аллах дал им подкрепление, чтобы Аллах дал поражение их врагам. Он просил искренне. И каждый раз, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправлял сподвижников куда-то на сражение, он просил всю ночь. Кто-то спал, он не спал, он просил помощи. Он же мог сказать, да и помощь Аллаха все равно придет. Если Аллах нам предопределил, мы все равно победим. Нет, он просил, и через его дуа Аллах дал баракат. Аллах не спаслал ангелов, армию ангелов, которые помогли сподвижникам. Это же причины победы. И хочу перевести
некоторые слова Ибн аль-Кайима, рахимахуллах, он пишет, его слова это сливки, поэтому я попробую перевести эти сливки. Пусть Аллах мне поможет. Он говорил: «Асасу кулли хайрин ан та'лама анна ма ша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун». То есть основой каждого блага является то, что человек должен знать. Ма ша Аллаху кан, то, что Аллах пожелал, оно произойдет. Ва ма лам яша лам якун. А то, чего Аллах не пожелает, то не произойдет. То не произойдет. И основа блага в том, чтобы человек должен убедиться в том, что все благодеяния, все благие дела являются милостью Аллаха по отношению к нему. То есть, когда ты совершаешь намаз, это милость, это не потому, что ты хороший. Или ты там татарин, или ты там узбек. Да? Нет, потому что это милость Аллаха по отношению к тебе, к твоему народу, к твоей нации, может быть. Да? Это милость Аллаха. Поэтому человек должен быть убежден в том, что все благие дела, они являются милостью Аллаха по отношению к нему. И он должен что делать? Благодарить Аллаха за эти дела. Аллаху надо благодарить Аллаха за то, что Аллах сделал тебя из числа молящихся, из числа постящихся, из числа тех, которые расходуют на пути Аллаха, которые поминают Аллаха, которые читают Коран, которые делают дуа. То, что ты делаешь дуа, это милость Аллаха по отношению к тебе. Ты должен быть благодарным. И ты должен умолять Аллаха, чтобы Он не лишал тебя этих благ. Ты должен умолять Аллаха, молить Аллаха, чтобы Аллах не лишил тебя этих благодеяний, не лишил тебя возможности расходовать на пути Аллаха, не лишил тебя возможности взывать к Нему. То есть, во-первых, благодарить Его, потому что чем будете больше благодарить, тем Аллах будет больше вам давать. Так ведь? «Валяин шакартум ля азиданнакум». И во-вторых, умолять Его, чтобы Аллах не лишал нас этого. Также мы должны быть убеждены в том, что все прегрешения, все наши грехи являются показателем того, худлян, то есть показателем того, что Аллах отказал нам помочь. То есть Он лишил нас Его помощи. И именно поэтому мы погрузились в грехи. Именно поэтому мы совершили тот или иной грех. И мы должны быть убеждены в том, что это является частью Его наказания. То, что мусульманин совершает грех, это наказание Аллаха. За что-то. Как один из ученых сказал, когда я совершил такой-то грех, Аллах на год или насколько лишил меня ночных намазов. То есть, если он до совершения этого греха каждый раз вставал на ночные тахаджуды, то после совершения этого греха Аллах лишил его этих тахаджудов. То есть, Аллах перед этим открыл ему ночные намазы, а после этого греха Аллах что? Отказался помочь ему. И все, он лишился этого благодеяния. Поэтому все наши грехи, все наши прегрешения, это показывает, что Аллах почему-то за что-то отказался нам помочь. Он просто перестал нам помогать в этом деле, и все, мы начали совершать грехи. И он убрал вот эту преграду между нами и между этим грехом. Потому что Аллах устанавливает преграду. Почему мы оставляем грехи? Потому что Аллах нам помогает, Он дает нам тауфик, и Он ставит забор между нами и этим грехом. Только поэтому мы оставляем эти грехи. Не потому что мы такие, машаллах, да, богобоязненные, хорошие, такие искренние. Это Аллах. И вот очень важно, я сейчас прямо прошу помощи у Аллаха, чтобы перевести правильно. Это очень полезные слова. Я же говорю, это сливки. И мы должны умолять Аллаха, чтобы Аллах не
оставлял нас на руки нашего нафса, то есть не предоставлял нашу судьбу своему нафсу, не оставлял нас наедине с нашим нафсом в совершении благих дел и в оставлении грехов. Потому что если Аллах просто на миг лишит нас своего тауфика, содействия, помощи, мы не сможем наедине, оставаясь наедине со своим нафсом, мы не сможем совершить ни одно благое дело. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда делал дуа, он говорил: «О Аллах, не оставляй нас наедине со своими нафсами, турфату айн, даже на мгновение ока». Вот ты моргнул, это же, ну вот, казалось бы, да, но это же немного. Вот даже если на этом мгновении Аллах оставит тебя наедине с твоим нафсом, все, конец. Ты станешь дальше от Аллаха, ты будешь погружаться в грехи. Будешь погружаться в грехи. Поэтому мы должны понимать, что это есть милость Аллаха, и это есть содействие Аллаха. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فَأَصْلُهُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ. И все знающие, они пришли к единому мнению, то есть все ученые пришли к единому мнению, что любое дело, в основе любого дела, благого дела, лежит что? Тауфик от Аллаха. Тауфик – это помощь, содействие Аллаха. Любое дело, которое ты совершаешь, сподвижники пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали следующие слова: «Валяуля фаддуллахи», если бы не милость Аллаха, никто бы из нас, ля саллейна, валя тасаддакна, валя саллейна, никто бы из нас не расходовал на пути Аллаха, и никто бы из нас не совершал намаз. Поэтому, братья, мы совершаем намаз не потому, что наши отцы совершали намаз. Мы совершаем намаз не потому, что у нас фамилия-то такая или нация такая, потому что это милость Аллаха. И не потому, что мы такие хорошие, потому что Аллах – это милость Аллаха. Поэтому в основе каждого блага лежит тауфик от Аллаха. Вот Аллах даст тебе тауфик, ты будешь совершать это дело. Поэтому некоторые говорят же: вот доживу до пенсии, хазрат, потом придешь, скажешь, я буду намаз читать. Я говорю, если Аллах тауфик даст. А если нет, ты ни за что не будешь намаз читать. Если Аллах даст тебе тауфик, будешь расходовать на пути Аллаха. Вот говорят же, один говорит: я вот заработаю там столько-то, потом буду расходовать. Я говорю, если Аллах даст тауфик, будешь. Если нет, ни копейки не дашь. Аллах не даст тебе дать на пути Аллаха. Поэтому в основе каждого блага лежит тауфик от Аллаха. وَكُلُّ شَرٍّ فَأَصْلُهُ خُذْلَانُهُ لِعَبْدِ. И в основе любого зла лежит что? Любое зло, которое мы совершаем, в основе лежит худлян. То есть Аллах лишил нас тауфика. Это Аллах оставил нас почему-то. На мгновение оставил. И мы поэтому погрузились в грехи. Мы погрузились в грехи. Вот и именно тауфик Аллаха не оставляет нас наедине с нашими нафсами. Не оставляет нас наедине с нашими нафсами. И вот, сейчас сокращаю. Значит, если в основе любого блага лежит тауфик от Аллаха, а тауфик в чьих руках? В руках Аллаха. Так ведь? Не в руках раба, в руках Всевышнего Аллаха. Тауфик в руках Аллаха. Значит, мы должны понять, ключом этого тауфика является что? Дуа. Вот это и есть ключ тауфика. Чтобы Аллах дал тебе тауфик, попроси у него этот тауфик. Надо просить тауфик за себя, за детей, за семью, за других братьев и сестер. То есть это как раз является ключом. Дуа – ключ тауфика. Валь ифтикар, то есть понимание того, что ты нуждаешься в его помощи. И все, переходим к последнему абзацу, потому что время истекает. Хочу привести слова одного из праведных предшественников. Эти слова приводит нам имам Ахмад. У него есть такая книга, Китабу Зухд называется, то есть книга Зухда, аскетизма. И вот здесь он приводит от Катада, рахимахуллах, слова от Муаррика.
Муаррик, каля муаррикун рахимахуллах. Ма ваджатту лил му'мини масалян илля раджулян фил бахри аля хашаба. Вот в этих словах Муаррик рахимахуллах приводит пример положения человека. То есть, как человек нуждается в каждую секунду, каждый час, каждое мгновение нуждается в помощи Аллаха, в тауфике Аллаха. Мы поняли, да? То есть, даже если Аллах отпустит нас на мгновение ока, все, мы потеряемся. Пока Аллах не даст нам тауфик, и мы не вернемся. Поэтому каждый раз, когда мы совершаем какие-то ошибки, грехи, это показатель того, что Аллах за что-то нас, лишил своей помощи. Каждый раз, когда мы совершаем какое-либо благодеяние, это знак того, что Аллах дал нам тауфик, и только поэтому мы это сделали. И поэтому вот ученые говорят, мы нуждаемся в Аллахе, в Его помощи, в Его тауфике каждую секунду. Каждую секунду. Значит, мы каждый раз должны что делать? Просить. И вот Муаррик рахимахуллах приводит положение человека. Я, говорит, не нашел другого примера положению верующего, кроме положения мужчины, который остался посередине моря и ухватился за доску. Вот это пример человека. То есть человек остался в море, что-то случилось, кораблекрушение, да, и вот он на бревне, на какой-то доске. Все, больше ничего нет, да. И вот этот мужчина, яд'у, я Робби, он, находясь посередине моря, да, ухватился за маленькую дощечку и говорит: о Аллах, о мой Господь, ла'алля Аллаху азза ва джалля ан янджияху. И он надеется, что Аллах спасет его. Вот это положение каждого из нас, он говорит. Каждого из нас. Вот представьте себе, если мы окажемся посередине моря, океана, там опасность. Нас могут съесть акулы, напасть на нас. Мы можем утонуть. Аллах может дать, мы можем от жажды умереть прямо на этой доске. Да? От голода можем умереть. Мы можем сгореть под солнцем, зноем солнца. То есть огромное количество опасностей могут лишить нас жизни. И поэтому, конечно, мы будем взывать к Аллаху искренне и будем понимать то, что мы нуждаемся в нем. Вот это, говорит, положение каждого из нас. Мы каждую секунду нуждаемся в помощи Всевышнего Аллаха. И пусть Всевышний даст нам праведность, даст нам искренность и даст нам ключи тауфика, да? Это дуа. Чем ближе к Аллаху, чем больше у нас понимания вот этих истин, тем чаще и больше мы будем просить у Него, взывать к Нему, и пусть Аллах примет наши дуа. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.